Сириев Абдулмалик, чемпион Кубка России. Это не первая громкая победа Абдулмалика Сириева на международной арене. До этого он был золотым призером первенства России и чемпионом мира по смешанным единоборствам. В этот раз 18-летний спортсмен сражался за звание лучшего с опытными бойцами страны, что делает эту победу особенной в его спортивной карьере. Когда переходишь уже взрослые, становится тяжелее, надо выкладываться побольше на тренировках и выкладываться по полной. Как говорится, первый, второй у меня бой был очень тяжелым, так как это мои первые бои. А в финале я встретился с тем парнем, который со мной встречался на России среди юниоров. Ну так, вот, короче, выложился. Золото смог ухватить и Юсуп Халухаев, непобежденный боец этого года. 2022 начался для него успешно. Прошел республику, одолел противников в СКФО и занял первую строчку на первенстве России. А для полноценного дебюта завоевал чемпионство на Кубке России и отобрался на чемпионат страны следующего года. По его мнению, поставленных задач он достиг, изучил свои навыки и подтянул технику. Остается двигаться к мечте. В дальнейшем посмотрим, как я впереди проф. Моя цель достичь взять пояс какой-нибудь престижной организации. Там UFC, Bellator, ACA. Кубок России по ММА в Красногорске собрал на своей площадке порядка 150 спортсменов со всех уголков России. Они сражались в 10 весовых категориях. Ингушетию представили 3 участника. Результат впечатляющий: 2 золота и 1 бронза. Третье место принадлежит Магомед Амину Эльджеркиеву. По словам бойцам, турнир в Москве выдался не самым легким. Он провел 3 боя, где в полуфинале потерпел поражение по раздельному решению судей. Как делится Магомед Амин, бронза стимулирует его к усердным тренировкам. Ошибки, допустим, борьба духа. Халха, рукопашный эскохол таурса. Теперь гостиница муди адрес это вес ахкайра конкретный искил. Ландон иншалла ваш то декабрь божий хажуос январь республики хлыж. Далее республика эско чека ёс далее иншалла ваш то Россия кубок сияхчамбус что желание уже далее мечта. Такой успех – это заслуга прежде всего тренера Вахи Шанхоева, говорят сами спортсмены. Он индивидуально работает с каждым из них, выделяя сильные и слабые стороны бойцов. Это первая крупная победа наших ребят на столь важном соревновании. Так, 2 наших победителей заработали себе путевку на чемпионат России. На Кубке России у нас раньше не было таких результатов, тем более 2 чемпиона и 1 бронзовый призер. Тем более отобрались только 3 человека. И это долгий путь на протяжении 1 года, и в конце года уже бывает Кубок России. Там у нас 3 спортсмена, и, можно сказать, результаты превзошли ожидания. Естественно, это большой плюс и для всей республики, и для федерации, и для Минспорта. И, как мы сегодня видели, это отметил и Минспорт нашей республики, и федерация, и за что им огромная благодарность лично министру спорта. Потому что такие вот именно поощрения, такое внимание подталкивают ребят на дальнейшие результаты и на дальнейшие тренировки. Основные старты этого года для спортсменов закончились, но уже в следующем году их ждут очередные соревнования. В планах у Вахи Шанхоева вывести еще больше ребят на чемпионат России. Сделать это можно только выиграв отборочные соревнования 2023 года. А те, кто уже прошел, будут настраиваться и готовиться к победе. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.